Слушай меня внимательно, мой драгоценный наследник, мой любимый потомок. Пусть безмятежность наполнит ваше сердце, потому что я собираюсь представить грандиозное зрелище, которое окутает вас трепетом. Это момент, точка трансформации, когда страх исчезает и вера взлетает в буйном танце. На каждом шагу, в каждом решении пусть благоразумие будет вашим компасом, а преданность – вашим вечным союзником. Я представляю симфонию благословений, божественный водопад, который омоет вас и ваших близких, как самый щедрый дождь. Вы искали знак, подтверждение, которое поможет вам ориентироваться в бесконечных потоках мыслей в вашем уме. Теперь я даю вам ясность. Пришло время превзойти известное, разорвать цепи страха, которые так долго удерживали вас в плену. Твои мечты огромны, как ночной небосвод, твои стремления лучезарны, как рассвет. Они были скованы опасениями, но теперь эта цепь разорвана. Держи меня за руку, дорогой потомок, и давай вместе поднимемся над горизонтом, ведь твоя жизнь вот-вот преобразится, и ничто не останется неизменным. В этом путешествии не позволяйте страху вести вас. Держись за меня, усердно молясь на каждом перекрестке, ибо я рядом с тобой, направляя каждый шаг по своему безошибочному плану. Откройте свое священное писание, мой наследник, мой потомок, и предайтесь искренней молитве. Именно в этом священном причастии вам откроется истина моих слов, и я преодолеваю иллюзии. Когда солнце восходит и заходит, мое слово остается твердым, живым, и ему суждено сбыться. Я ваш проводник, держащий вас за руку и ведущий к месту самореализации. Особая дверь, которую я открываю для вас, это не просто метафора, это реальность, ожидающая своего открытия. И если вы приветствуете это с открытым сердцем, выразите свою доступность в комментариях, написав «Приветствую тебя, государь». Отныне станьте свидетелем трансформации своей жизни, приветствуйте мое благословение, поскольку вы вот-вот увидите, как ваши планы и мечты материализуются. На протяжении всего вашего путешествия вы встретите души, разделяющие ваше видение, и вместе построите будущее, полное благословений. Мои планы на тебя грандиозны и выходят за рамки твоего нынешнего понимания. Относитесь к каждому человеку с добротой, ведь в этой новой главе вы встретите искренних и замечательных личностей. Помощь придет из неожиданных мест, сохраняйте остроту своих чувств и бдительность ума. Когда дверь откроется и появятся возможности, будьте готовы двигаться вперед, освободившись от мелочей. Вы меня глубоко понимаете, в вас находит отклик ясность моего послания, вы понимаете его суть. Доверься моему совету, ведь я всегда рядом с тобой, направляя твои шаги. Верь в мою любовь к тебе. Приветствую тебя, мой уважаемый наследник, мой дорогой потомок. Могу ли я найти минутку для откровенного диалога? Я хочу поделиться чем-то жизненно важным, чем-то, что напрямую влияет на вашу драгоценную жизнь. Помните, что вы были спасены от тьмы, выведены из глубин великой и глубокой жертвой. Враг пытался утащить его во тьму, но он не смог одолеть мою силу. Я был бдительным в твои самые мрачные моменты, окутанный безусловной любовью. Обратите внимание на движение в вашем сердце, пробуждение к чему-то необычному. Я собираюсь раскрыть себя невообразимым образом. Приготовьтесь к тому, что должно произойти,
потому что мир вот-вот изменится, и многие глубоко осознают необходимость моего прощения, любви и присутствия. Я хочу действовать через тебя, стать свидетельством моей бесконечной силы. Вы станете маяком надежды, сосудом, через который я приношу исцеление и обеспечение. Ваша трансформация повлияет на вашу семью и друзей. Ты мой инструмент, созданный и подготовленный для великих целей. Поверьте моим словам, они правдивы. Откройтесь моему преображению, раскройте свое сердце, ведь лучше прийти ко мне добровольно, чем сопротивляться искоренению глубоко запрятанной боли. Настал момент, дверь открыта. Подходите уверенно, без страха. Держи меня за руку. Сделайте шаг к новой жизни, наполненной благословениями, и станьте посланником моей благодати. Моя любовь к тебе глубока, приготовьтесь к этому преобразующему путешествию. Не позволяйте отчаянию поселиться в вашем сердце, выдержите это испытание, ведь с моей помощью победа вам достижима. Радуйтесь, яко новую весть о новых начинаниях приношу. Если вы верите в это всем сердцем, покажите свою уверенность в комментариях, написав «Верю». Я меняю ход твоей жизни, внимательно слушайте мой голос, ежедневно размышляйте над моим словом и следуйте направлению, которое я вам покажу. Путь лежит вперед, вверх, к вершине, которой вам суждено достичь. Если вы чувствуете усталость, не медлите. Мои обещания – это поддержка, которая вам нужна, чтобы продолжать. Мое слово подобно твоему пути, ведущему тебя к предназначенной тебе вершине. Успокойте свое сердце и поверьте в мой план. Позвольте мне добиться преображения, о котором вы так долго мечтали. Я полностью изменю вашу ситуацию. Это ваша просьба, и так будет. Я изменю ваш характер, ваше мышление и ваш взгляд на жизненные проблемы. Там, где была печаль, расцветет радость. Там, где было запустение, жизнь будет расцветать. Каждая рана превратится в исцеление, всякая беда в достоинство. Примите полную трансформацию, которая вас ждет. Пусть ваше сердце наполнится уверенностью, что со мной все становится не только возможным, но и реальным. В этот момент позволь моей любви обнять тебя. Позволь моей мощной руке обнять каждый удар твоего сердца, каждый твой вздох. Пусть мое присутствие наполнит каждый уголок твоего существа, придавая тебе силы и радость. Сегодня я освещаю путь, по которому вы должны идти, и даю крылья вашему сердцу, чтобы вы могли воспарить над проблемами, которые кажутся непреодолимыми. Помните, я выше любого осуждения, с которым вы сталкиваетесь. Никто другой не может предложить ту истинную силу, радость и свободу, которые предлагаю я. Не считайте мои слова просто плодом вашего воображения. Сегодня мое послание к вам ясно. Ваша очередь поверить и принять. Для меня нет ничего слишком большого. Я рядом с тобой, стойкий и твердый во времена отчаяния и нетерпения. Я понимаю твои эмоции и не осуждаю тебя. Моя любовь продолжает окружать тебя, даже если ты ее не чувствуешь. Проблем много, и естественно чувствовать внимание и давление. Поговорите со мной откровенно, поделитесь своими искренними чувствами, а не скрывайте свои тревоги. Ты знаешь, что не сможешь справиться с этим в одиночку, позволь мне помочь тебе. Найдите время в моем присутствии для своего исцеления, оно вам нужно сегодня.
Найди во мне утешение, пока я расчищаю перед тобой путь. Не стыдитесь своих неудач, в моем присутствии вас любят, слышат и уважают. Я не буду винить тебя за твои прошлые ошибки. Послушайте мои слова, сказанные с нежностью, приглашающие вас опереться на меня, того, кто любит вас больше всех и кто сегодня стучится в вашу дверь с обещаниями любви. Не пытайся понять или объяснить мою любовь, просто закрой глаза, почувствуй ее, позволь ей заполнить каждую частичку твоего сердца. Если в вашем сердце есть место для того, кто вас разочаровал, я помогу вам отпустить его. Никто не должен занимать мое место в твоей жизни. Отведи мне самое главное место и живи с уверенностью, что я никогда не подведу, даже в слабости. Помните мою милость, прощение и поддержку, которая всегда рядом. Я рад благословить вас, любить вас и заботиться о вас. Глубоко понимайте, что даже самые близкие родственники или друзья могут вас разочаровать, но моя любовь искренняя, чистая и неподдельная. Сегодня я говорю вам, верьте в Него, даже если боли и сомнения прошлого сохранятся. Дорогой, сыночек, дорогая дочка, пожалуйста, сообщите об этом в комментариях, написав «Мне это было нужно». Ты просыпаешься полный забот, и я понимаю, но послушай меня на минутку, поверь мне на слово и обрети покой. Подумай о моей огромной любви к тебе. Если ты защищаешь тех, кого так любишь, как я могу не сделать то же самое для тебя? Даже невидимый, я на твоей стороне. Помни, как я сражался за тебя, поднимая тебя, когда другие думали, что ты побежден. Поверь в мою любовь, ты видел чудеса, и не напрасные. Его вера чрезвычайно возросла, но сегодня эти мысли снова нападают на него. Не поддавайтесь негативным эмоциям, когда на вас кричат сомнения, что никто не может вам помочь. Вспомни свою веру в меня, активизируй свою веру, от этого зависит твое будущее. Доверьтесь моим словам, посмотрите в лицо своим страхам и наблюдайте, как исчезают препятствия. Выслушав меня, выделите время для искренних и твердых молитв. Поделитесь со мной своими переживаниями, ваши слова – мелодия для моих ушей. Это говорит ваша вера. Цените время, которое проводите со мной, чувствуйте себя лучше и спокойнее. Если сомнения вернутся, помни, что я с тобой, и помни о моей любви. Все будет хорошо, и чудо, которого вы ищете, уже не за горами. Когда страх и отчаяние стучатся в твою дверь, когда сомнения и неуверенность пытаются подорвать твой дух, вспоминай обо мне во времена печали и усталости. Знай, что я всегда рядом с тобой. Если одиночество шепчет вам на ухо, помните, что вы никогда не одиноки. Когда внутри тебя возникает желание плакать, пусть эти слезы будут радостью, потому что моя любовь окружает тебя и обнимает тебя, направляя тебя своим духом. Будьте уверены, что когда вы молитесь и просите меня о помощи, я повелеваю небесам послать ангелов, чтобы поддержать ваше дело, вселить радость в ваше сердце и изгнать все печали. Я дарую вам мудрость для ясности ума, предлагая вам ответы для решения ваших проблем. В трудную минуту моя рука покоится на тебе, наполняя безусловной любовью и миром. Знайте, что каждая произнесенная вами молитва приводит в движение небеса. Осознайте огромную силу и ценность ваших молитв, ибо я могу перевернуть небо и землю, чтобы помочь вам во всех ваших нуждах.
Я не хочу, чтобы кто-то из моих детей терялся в беде, печали или разочаровании. Я создал вас, чтобы жить полной жизнью во всех аспектах жизни. Для этого отдай мне свое сердце, позволь мне бесподобно заботиться о тебе. Моя благодать спасает, моя милость очищает и моя любовь делает тебя победителем. Улыбайтесь и радуйтесь тому, что сегодня в вашей жизни начинается обновление. Пусть боль станет частью вашего прошлого, когда приближаются новые времена возможностей и благословений. Когда представится возможность, примите ее с верой. Когда вы молитесь, я слушаю, и сегодня я повелел, чтобы благословения наполнили ваш дом, преобразив вашу жизнь. Всякая боль и печаль будут исцелены, каждая духовная слабость удалена. Сегодня я вдохновляю вас верой и решимостью, чтобы вы могли без печали встречать жизненные ситуации. Я люблю тебя. В этот момент я прикасаюсь к твоему сердцу, приношу спокойствие в твои мысли, вдыхаю в твою душу жизнь и здоровье. Ваш разум, дух и тело освежаются силой, которую вы получаете от моего Святого Духа. Сегодня игнорируйте ядовитые слова и критику других. Ты не тот, кем тебя называют. Если вы верили или слышали, что вы грустны, скучны, стары или измотаны, отвергните эту ложь. Поймите, что я не считаю годы по вашему календарю, что я радуюсь вашему торжеству и не сужу о физическом старении. По моему мнению, ты прекрасная душа, совершенная в вере, чистоте и благодати. Мое присутствие мощно окружает тебя. Начните этот день с божественным энтузиазмом, объятым моим Святым Духом. Отпустите вчерашние разочарования и проблемы. Обратитесь ко мне, своему целителю, защитнику и поставщику. Мои слова укрепят вас, проведут через жизненные препятствия и дадут мудрость правильно их преодолеть. Новые благословения ждут вас каждый день. Радуйтесь их открытию и получению. Когда вы придете ко мне с благодарностью, святое помазание исцелит ваши эмоции и чувства. Вы полностью защищены. Нечего бояться. Все ваши благословения в безопасности. Я помещу вас в плодородную почву, где вы будете процветать. То, что украл враг, я возвращу тебе возвышенным и благословенным. Ты святой. Моя, наполненная радостью и энтузиазмом, является благословением для окружающих. Твой молодой и активный дух прекрасен, когда ты говоришь со мной и признаешься в любви. Я тронут нежностью и любовью. Я люблю тебя и не хочу, чтобы ты страдал. Покажите свою любовь в комментариях, написав «Я люблю тебя, Боже». Я хочу видеть твою улыбку. Я не хочу, чтобы вы были обременены прошлым или охвачены грустью. Я пострадал за тебя на кресте и обрел силу, чтобы дать тебе жизнь. Я пришел исцелить твою боль, высушить твои слезы. Страдания вашего сердца найдут исцеление в моем убежище, в любви, более великой, чем любая известная. Наполнись моим покоем и будь в безопасности под моей опекой. Ради своей семьи и своего будущего не спите, отягощенный чувством вины. Я простил его. Ходите с верой, представляя благословения и счастье, которые я приношу в вашу жизнь. Верьте в красоту, которую я обещаю, даже если вас окружает уныние. Пришло время всем сердцем поверить моим словам.
Если вы доверяете мне, ваша жизнь изменится, ваши страдания прекратятся и появится решение. Скажи мне, что ты веришь, прими это изменение и шагни в будущее, наполненное моими благословениями и любовью. Прими мой покой и верь моему слову. Ваши дни печали прошли, и отчаяние больше не одолевает вас. Я хочу раскрыть тебе всю глубину своей привязанности и нежности. Откройте свою жизнь моему присутствию и моей любви. Пойми, что никто не сможет любить тебя так сильно, как я. Я знаю каждый уголок твоего сердца и разума. В те моменты, когда тревога казалась невыносимой, когда ты думал о том, чтобы сдаться, знай, что эти дни прошли. Сегодня я омолаживаю ваш дух, наполняя его любовью настолько чистой, что она прогоняет печаль и приносит глубокую радость, когда вы слышите мой голос. Почувствуйте изменения внутри себя, уменьшение напряжения, исцеление эмоций, рассеивание боли и происходящую трансформацию сердца. Ты увидишь, как я поддерживаю тебя во всех твоих начинаниях, окутывая своей любовью, заботой и защитой. Я хочу, чтобы твоя радость и улыбка показали миру мою силу и мощь. Я обогащаю вашу жизнь особыми дарами, вдохновляющими талантами, верными товарищами и семьей, которая научится ценить и уважать вас. Вы станете свидетелем чудес в своей жизни, а я укреплю ваши силы и жизненный энтузиазм. Знайте, что Искуситель пошлет к вам пессимистов, тех, кто видит только тьму и лишен веры. Не обращайте на это внимания, примите свою истинную сущность. Работайте, не покладая рук, и никогда не сомневайтесь. Помните, что в каждый момент вас любят, поддерживают, благословляют и окружают мои ангелы-воины. Встань и улыбнись, ведь ты мне дорог. Я люблю его и не оставлю его в такой ситуации. Сегодня я дарую тебе победу. Я проявляю огромную власть в вашей жизни, в вашем здоровье, в вашей работе, в вашей семье. Я открываю великие двери, меняя вашу текущую ситуацию. Мои руки активно решают ваши дела. Если вы благодарны мне, сын мой, дочь моя, не стесняйтесь выказать мне свою благодарность. Сделайте это прямо сейчас в комментариях, написав «Спасибо тебе за все, Господь». Поднимите головы и больше не плачьте, ибо мои могущественные благословения на вас, и вы будете приходить к моему алтарю каждый день, благодарные за чудеса, которые начинаются в вашей жизни. Прими их в свой дом, позволь каждому искать меня и поклоняться мне. Я преображаю сердце, устраняя печаль и боль. Те, кто в отчаянии, снова улыбнутся. Я очищаю твой дом от болезней и нужды, наполняя каждое темное пространство своим светом и спасением. Только я несу безграничную любовь и мир. Я, твоя жизнь и те, кого ты любишь, с моим щитом в безопасности под моими крыльями, защищенные от вреда. Я поведу вас по путям добра и любви, освобождая от забот, сомнений и страхов. Я люблю тебя и очень забочусь о тебе и твоих близких. Откройте свое сердце всей любви, которую я вам предлагаю, проведите время в моем присутствии, в мирных местах на природе, где ваша душа сможет напитаться и омолодиться. Моя сила действует вокруг вас, открывая двери, очищая негатив, удаляя причины несчастья из вашей жизни. Я очистил тебя от греха, рассеяв усталость и отсутствие энтузиазма, чтобы ты мог с каждым днем становиться смелее. Будьте уверены, все работает в вашу пользу.
Мои ангелы неустанно трудятся под моим командованием, чтобы благословить вас, укрепить вашу веру и страстно прославить мое имя. Я люблю тебя и всегда буду глубоко любить. В тот день, когда вы прочитаете эти слова, примите на себя обязательство обновить свою веру. Многие испытания истощили его пыл. Вернитесь на путь доверия. Наполни свой разум моим могущественным словом, дни невзгод закончатся и дни боли пройдут. Помните, что когда приходят ваши благословения, они исходят от моей любви. Сделайте свою веру живой и сильной, чтобы, когда придет изобилие, вы не забыли своего Бога и Господа. Продолжайте молиться, ибо много невидимого еще впереди. В духовных сферах бушует битва. Я благословлю вас, но есть противодействие. Победа в вашей вере, настойчивости и твердости в молитве. Ищи меня в течение дня. Молись ночью, рано вставай для заступничества. Времена меняются, и мои глаза ищут на земле таких воинов, как ты. Я буду творить чудеса через вас, используя вас, чтобы приносить помощь, утешение, исцеление и благословение другим. В этот период чудес вы будете обильно благословлены. Оставайтесь твердыми и решительными. Позвольте мне напомнить вам, сбросьте бремя, которое слишком долго тяготило вас, и ищите моего лица. Обнови свою веру, ибо моя любовь к тебе началась еще в утробе матери. С того момента, как он впервые увидел свет, я выбрал его. Я слышал его первые крики, разделял его смех и наблюдал за его первыми шагами и падениями. В тихие ночи твоих снов ты взывал ко мне, и в этих потаенных уголках твои страхи были для меня тайной. Я Иисус, тот, кто заключил с вами завет с первых дней ваших. Я вечный, и наш союз остается нерушимым. Ты был моим, ты мой и всегда будешь моим. Когда ты посмотришь в зеркало, увидишь мое отражение, ибо ты создан по моему образу и подобию всемогущего Бога. Иногда ты видишь себя через призму мнений других людей, ограниченных их ограниченностью, но ты больше того, что могут видеть другие. Приди, я знаю твое сердце, невинность твоей души и чистоту твоих мечтаний. Да, я люблю тебя, этого достаточно. Идите уверенно, делайте смелые шаги и запечатлейте в своем сердце эту истину, вам суждено покорять народы. Вам не нужен мир, чтобы определить ваши мечты. У тебя есть я, и моей любви достаточно. Оставайся рядом со мной, позволь мне направлять твои шаги. В моем присутствии страху нет места. Более того, я не только ваш Бог, Господь и Спаситель, я еще и твой друг, с которым ты можешь поделиться всем. В любой момент вы можете обратиться ко мне, я никогда не изменю тебе, никогда тебя не забуду. Моя дружба, мое сердце всегда открыто для тебя. Я твое убежище во времена боли, опасности и страданий. Даже если весь мир отвернется, моя любовь к тебе вечна. Я люблю тебя так же сильно, как любил тебя, когда ты был ребенком. Даже если ты забудешь меня, я остаюсь твердым, я всегда люблю тебя, и в хорошие времена, и в плохие. Ты можешь рассчитывать на меня. Слушай внимательно, встань, ибо я приказываю тебе. Иди, ибо я назначил тебя. Не бойся, ибо ты мой сын или моя дочь. Я наполнил его силой и мощью.
В этом месяце вы станете свидетелем великих чудес, если прислушаетесь и подчинитесь моему слову, если осмелитесь поверить. Пусть ваши уши услышат, пусть ваша душа оценит мое живое и искреннее слово, которое освещает ваш путь, готовит вас к светлым дням. Если вы услышите мой голос сегодня, не ожесточайте своего сердца. Ты всегда проявлял ко мне искреннюю и простую веру, поэтому не позволяй невзгодам сбить тебя с жизненного пути. Поверь мне, я помогу тебе. Поверь мне, я освобожу тебя. Я с тобой, я никогда тебя не брошу. Мое сердце готово утешить тебя во времена боли, опасности и страданий. Даже если весь мир отвернется от тебя, моя любовь к тебе постоянна и неизменна. Я люблю тебя так же сильно, как и в детстве. Даже если ты отойдешь от меня, я буду рядом и буду ждать тебя. Я неизменен, и моя любовь к тебе проходит через радость и горе. Ты всегда можешь мне доверять. Встаньте, потому что это мой приказ. Иди, ибо это мой указ. Не бойся, ведь ты мой любимый сын, моя любимая дочь. Я облек тебя силой и могуществом. Я свидетельствую о чудесах, которые ждут вас в этом месяце, если вы прислушаетесь и подчинитесь моему слову. Будьте использованы в своей вере. Пусть ваше ухо услышит и ваша душа оценит мои живые и откровенные слова, которые освещают ваш путь, подготавливая вас к лучшим дням. Если вы услышите мой голос сегодня, не ожесточайте своего сердца. Ваша искренняя и простая вера всегда была мне дорога. Не позволяйте жизненным испытаниям отвлекать вас от пути праведности. Поверьте мне, и я приду вам на помощь. Поверьте мне, и я это сделаю. Я с тобой, я не оставил тебя ни сегодня, ни когда-либо. Ты увидишь, что ожидание меня никогда не бывает напрасным. Ваша вера, которая была маленьким семенем, теперь выросла в сильное и крепкое дерево. Даже если поднимется сильный ветер, те, кто презирал или критиковал вас, будут удивлены. Не закрывайте перед ними свои двери, скорее вы будете преуспевать, благословляя других, помогая им и делясь ими. Это мое обещание, верьте всем своим сердцем, и вы почувствуете мое присутствие. Даже сегодня моя любовь окутывает твою жизнь и жизнь твоей семьи. Слова, которые я говорю вашему сердцу, вселяют в вас веру и уверенность. Откройте глаза на благословения, которые я даровал вам. Я удалил печаль из твоей души и исцелил твое тело. Сладкие слова надежды и мира запечатлеваются в вашем сознании, искореняя причины ваших страданий в духовной сфере. Ты облачен в царские одежды, сидишь рядом со мной, обильно благословенный. Но вы должны по-настоящему поверить и принять эти обещания с верой. Я поднял тебя своей могучей рукой, и в тебе пребывает моя сила. Все цепи разорваны, вы больше не связаны, вы свободны, и я призываю вас жить в этой свободе. Во время молитвы примите сверхъестественное ободрение, которое я сейчас предлагаю вам. Откройте для себя благословения, скрытые за проблемами, которые когда-то беспокоили вас. Ваш внешний вид излучает радость, потому что теперь вы ходите с верой в мое слово, и на ваши эмоции не будет влиять негативное мнение вокруг вас. Знание того, что я с тобой, даст тебе силы продолжать сражаться. Просыпайтесь каждый день с новым желанием жить, оставаться на правильном пути и быть героем веры для своей семьи.
Не запирайтесь в месте неудачи, где другие могут попытаться запереть вас. Дни. Ваше сердце будет прыгать от радости, когда вы будете вспоминать и говорить об этом. Я ваш поставщик услуг, и вы можете быть уверены, что, несмотря на трудности, все пройдет хорошо и даже лучше, чем ожидалось. Это сила, с которой я продолжаю говорить с вами через мой Святой Дух. Вы контролируете свои эмоции, владеете своим языком и больше не будете произносить слова жалобы или поражения. Пламя внутри вас превращает препятствия в пепел. Открой глаза, встань, позволь мне обнять тебя и снова услышать мой шепот любви и спокойствия. Мой дорогой сын, моя дорогая дочь, не бойся, я здесь с тобой, и в моих объятиях ты найдешь утешение. Все будет в порядке. Одолжи мне свои уши, почувствуй мою руку на своем плече и будь рядом. Мир. Я жажду увидеть твою душу полной спокойствия и безмятежности. Кого ты будешь бояться? Сравните силу окружающих вас с моей, вашего Небесного Отца, запечатлевшего вам обетование моей собственной кровью. Кому вы будете доверять? Будут ли это те, кто сеет сомнения и беспокойство, или это будет мой Святой Дух, стремящийся наполнить вас моей любовью и нежностью? Сделай свой выбор. Кто говорит правду? Те, кто предсказывают ваше падение, или мой голос предлагает вам мир и безопасность, окутывая вас своей любовью? Не переставай питаться моим словом. Наполните свой разум моими обещаниями, которые укрепят и защитят вас. Эти обещания – это щит, который окружает вас и направляет вас на путь вперед. Вас ждут благословения, ваши мечты сбудутся, и счастье, которое вы ищете, находится прямо перед вами. Не смотрите в прошлое, где живут только воспоминания и сожаления о прошлых ошибках. Вместо этого посмотрите на будущее, которое я приготовил для вас. Я всегда любил тебя, даже когда ты сбился с пути, подумывая отказаться от своего будущего и судьбы добра и процветания, которую я запланировал для тебя. Я не хотел, чтобы ты застрял в прошлой ошибке. Многие пытались убедить его, что я бросил его, заставляя его чувствовать себя недостойным, но я неустанно преследовал его, используя любые средства, чтобы вернуть его ко мне. Когда ты был на грани разрушения, я спас тебя, хотя это причиняло тебе боль. Эта боль пройдет, и моя чистая и прекрасная любовь исцелит тебя. Вспомни радость и покой, которые ты почувствовал, вернувшись в мои объятия. С тех пор вы прожили жизнь, полную благодарности. Ни буря, ни дождь, ни холод, ни ветер не смогут погасить пламя внутри вас. Ты снова столкнулся с грустью и депрессией, но здесь моя непоколебимая любовь. Поверь мне, когда я говорю, что никогда не отпущу твою руку. Теперь никто не сможет причинить тебе вред. Скажи мне, что ты веришь в меня. Сосредоточьтесь на тишине и покое, которые я вам предлагаю. Почувствуй внутри себя мой Святой Дух, ибо я люблю все, чем ты являешься. Когда ты чувствуешь себя далеким от меня, помни, что моя любовь к тебе реальна и вечна. Хоть я и находился под влиянием этого мира, затерянного в заблуждениях и лишенного покоя и надежды, мое сердце все еще жаждет тебя, жаждет твоего возвращения к истинной жизни, которую могу предложить только я, мой любимый, мой любимый. Даже когда вы странствуете, знайте, что я понимаю ваши трудности.
Я испытал искушение этого развращенного мира, но уверяю вас, что вас ждет лучший путь света и любви. Независимо от того, как далеко, по вашему мнению, вы зашли, я всегда здесь, чтобы приветствовать вас, простить вас и направить вас обратно к жизни в мире, изобилии и цели. Размышляй и ищи моего присутствия. Обратитесь к моему слову за руководством, и я освобожу вас от всякого вреда и восстановлю узы, связывающие нас. Помните, что во мне вы найдете покой, которого мир не может предложить. Моя любовь неисчерпаема, и моей благодати достаточно для тебя. Доверьтесь мне, поверьте в меня и испытайте трансформацию, которую только я могу внести в вашу жизнь. Отвернись от практики зла и выбери жизнь во мне. Мое сердце желает тебе всего наилучшего. Моя любовь настолько глубока, что я очень хочу увидеть его живым, испытывающим истинный мир и счастье, которые могу предложить только я. Поймите, что искушение мира мимолетно и тщетно. Только во мне ты найдешь прочный покой и надежду. Моя любовь безгранична, и моей благодати достаточно для тебя. Доверьтесь мне, и я поведу вас к жизни, полной смысла и удовлетворения. Я с тобой в твоих испытаниях, как твой любящий Бог и Отец. Моя вечная любовь к тебе никогда не прекратится, даже если мир тебя подведет. Я никогда не оставлю тебя. С тех пор, как я вырастил его, я держал его на руках, сопровождая каждое мгновение его жизни, разделяя его радости и печали, чувствуя его боль, как если бы она была моей. Мой любимый сын, моя любимая дочь, не бойся. В каждый момент моя любовь к тебе никогда не уменьшалась, даже когда другие отворачивались, причиняя тебе боль и раня твое сердце. Я всегда был рядом, чтобы поддержать тебя, никогда не поворачиваясь к тебе спиной. Сегодня я призываю вас найти прибежище во мне, позволить мне быть вашим убежищем среди жизненных бурь и черпать силы из моего присутствия. Когда вы чувствуете себя подавленным, позвольте мне направить вас по пути надежды, мира и радости. Даже во времена бедствия и отчаяния, когда кажется, что мир против тебя, помни, что я твердо на твоей стороне. Независимо от препятствий, с которыми вы сталкиваетесь, разочарований ваших друзей или закрытых дверей, с которыми вы сталкиваетесь, моя любовь к вам остается вечной и непоколебимой. Моя преданность вам безгранична. Я никогда не позволю тебе столкнуться со своими трудностями в одиночку. Когда ты чувствуешь себя потерянным и неуверенным, загляни в свое сердце, и там ты найдешь мою любовь, постоянное пламя. Я твой свет во тьме, проводник на всех темных путях. Каким бы пугающим ни казалось ваше путешествие, я всегда буду освещать путь и давать вам силы продолжать, даже среди тех, кто терпит неудачу, покидает вас или предает вас. Будьте уверены, что я всегда буду вашей неизменной поддержкой. Моя любовь безусловна. Во времена одиночества я заключу тебя в свои любящие объятия, принося тебе комфорт и утешение. Поймите, что жизненный путь труден, и вас ждут трудности и трудные времена. Будут времена, когда ты почувствуешь себя одиноким и обескураженным, но всегда помни, что я с тобой. Моя любовь к тебе непоколебима. Я всегда готов выслушать и ответить, когда вы назовете мое имя. Я всегда здесь готов выслушать и поддержать тебя, когда твои силы иссякают и надежда кажется далекой. Не бойся своих слабостей, ибо я дам тебе силу.
Помните, что моя любовь способна исцелить каждое разбитое сердце. Доверьтесь мне, и я подниму вас на путь триумфа и обновления, даже когда другие будут судить или осуждать вас. Знай, что нет. Моя любовь к тебе безусловна, и твои ошибки или неудачи не являются препятствием для моего прощения. По своей милости я предлагаю вам новое начало. Как бы далеко ты ни чувствовал себя от меня, я всегда рядом с тобой. Найди утешение в моих любящих объятиях. Вы ничего не можете сделать, чтобы умолить мою любовь к вам, любовь, дарованную благодатью, предложенную вам сегодня без каких-либо условий. Мой дорогой сын, моя дорогая дочь, все, что я прошу, это чтобы ты доверял мне. Не игнорируйте мои слова, верьте тому, что я вам говорю. Сегодня не позволяйте себе увлечься мимолетными эмоциями. Я, твой Бог, знаю твое сердце. Поверьте мне, даже в самые мрачные времена вашей жизни. Помните, что даже когда кажется, что мир вокруг вас рушится или вы сталкиваетесь с самыми жестокими штормами, я – Бог, который успокаивает море и поднимает унылых. Моя сила сильнее любой проблемы, с которой ты сталкиваешься, а моя любовь сильнее любой боли, которую ты терпишь. Не бойся, ведь я всегда с тобой. Отдайте мне свои заботы и бремя, и наблюдайте, как я превращаю их в благословение. Я – твой верный пастырь, который направляет тебя и следит за тем, чтобы ты никогда не сбился с пути праведности. Даже когда возникают сомнения, доверьтесь мне и моему идеальному плану для вашей жизни. Моя любовь всегда победит. Дорогой, сынок, дорогая дочь, моя любовь к тебе неописуема, она сильнее всего, что ты можешь себе представить. Как бы часто ты ни падал, я всегда приду и подниму тебя, какие бы ошибки ты ни совершил. Моей благодати достаточно. Я тебя люблю. Примите мою благодать и благословение сегодня и идите с уверенностью, зная, что я на вашей стороне. Не сдавайтесь, продолжайте двигаться вперед. Каждая пролитая тобой слеза будет заменена радостью, драгоценный сын, драгоценная дочь. Стремясь достичь своих целей и проектов, помните, что, хотя усилия и преданность делу важны, молитва и следование моему слову имеют основополагающее значение. Остерегайтесь тех, кто надеется только на себя и пренебрегает мудростью моего слова. Такие люди не только отклоняются от моей воли, но также движимы материалистическими желаниями и не могут достичь истинной ценности своих достижений. Их гордость и высокомерие ослепляют их, заставляя презирать смиренных и презирать тех, кто ценит мое слово. Они – пленники своего высокомерия, не осознающие, что простота и смирение – ключи к истинному величию. Любимый сын, любимая дочь, обратите внимание на эти слова. Не позволяйте своему сердцу тревожиться и не бойтесь будущего. Ибо я благословлю все ваши усилия. Не позволяйте невзгодам или медленным результатам обескуражить вас. Путешествие может быть долгим, но никогда не прекращайте попыток. Каждый шаг приближает тебя к мечтам, которые я поместил в твое сердце. Помните о невероятном потенциале, который я дал вам, с навыками, дарами и талантами, позволяющими совершать чудесные вещи в вашей жизни. Поверьте мне, я рядом с вами твердый, направляю и поддерживаю вас на каждом этапе вашего пути.
Крепко держите свою веру, смело и решительно, и знайте, что в моем присутствии рядом с вами вам суждено достичь всего, к чему вы стремитесь. Я превращу каждую проблему на вашем пути в возможности для роста и просвещения. Продолжайте, дорогой сын, дорогая дочь, с верой, мужеством и уверенностью. Не позволяйте унынию или словам неверующих угасить ваш дух. Презирайте критику, которая может возникнуть из зависти и ревности. Продолжайте идти смело и непоколебимо с верой, демонстрируя свою честь и порядочность. Не уставайте доверять мне и моим обещаниям. Что бы вы ни сеяли со страстью и преданностью делу, со временем вы пожнете заслуженный урожай. За темными долинами лежит обширный сад моих обещаний, место, где процветает надежда. И вы приближаетесь к самым сокровенным желаниям вашего сердца. В этом мире ваши мечты сбудутся, а любовь и благодарность будут изобиловать, принося радость, мир и благословение вам и вашим близким. Поэтому двигайтесь вперед смело и решительно, и не пугайтесь трудностей и испытаний жизни. Знайте, что в конце вашей борьбы вас ждут великие награды и великолепные благословения. Продолжайте, мой сын, моя дочь, вооружившись терпением и верой как щитом от сомнений, страха и уныния. Терпение откроет двери к успеху, позволяя преодолевать трудности, а вера даст силы преодолеть любые препятствия. Смелость продолжать двигаться вперед с верой в то, что я с вами, и что все в вашей жизни в конечном итоге пойдет вам на благо. Поэтому, мой любимый сын, моя любимая дочь, всегда сохраняй веру и терпение, ибо через них ты выполнишь все мои обещания. Пусть эти добродетели откроют двери благословений, открывая возможности для достижения цели вашей жизни. Запомни мои слова, сын мой, дочь моя, храни их близко к сердцу и как постоянное напоминание на шее. Они будут вести тебя, как маяк, освещая твой путь к счастью и успеху. Следуйте этим словам, и я уверяю вас, что все ваши усилия увенчаются успехом. Никогда не переставайте доверять мне, ведь я всегда обеспечу ваш успех и процветание во всем, что вы делаете. Пришло время вам встать, рассеять тьму и всю ложь, которую противник пытается посеять в вашем сознании. Не позволяйте словам ограничивать ваш потенциал. Помните, что злого невозможно победить, потому что он уже побежден. Его единственный инструмент – обман, но если ты мне поверишь, он не одержит над тобой победу. Я ценю тебя, мой сын, моя дочь, и единственное мое желание, чтобы ты двигался вперед по жизни, достиг той цели, для которой ты был создан, и наслаждался полнотой моих благ. Живите в изобилии в этом мире, реализуя свои самые сокровенные мечты и желания. Помните, что я создал вас смелыми, процветающими и победоносными. Я дал вам дух не страха, но силы, любви и воздержания. Так что мужайтесь, мои возлюбленные, ведь планы и мечты, которые у меня есть для вас, находятся в пределах вашей досягаемости. Знай, что я люблю тебя вечной любовью. Вам не обязательно встречать жизнь в одиночку или нести бремя в одиночку. Я здесь, чтобы помочь вам, укрепить вас и исполнить желания вашего сердца. Пусть мои слова запечатлеются в вашем сердце, примите их и примените на практике, и вы проживете поистине изобильную жизнь. Не стесняйтесь и не отворачивайтесь от тех, кто приносит боль в вашу жизнь. Подойди ближе ко мне, позволь мне окутать тебя своими защитными объятиями,
мой любимый сын, моя любимая дочь. Обращаюсь сегодня к вам с этими словами, искренне желая, чтобы вы поняли. Я слышу каждую молитву, я внимателен ко всякому прошению, твои крики никогда не остаются для меня незамеченными. Я не хочу, чтобы вы чувствовали себя игнорируемыми или пренебрегаемыми. Я очень тебя люблю и не допущу, чтобы тебе причинили какой-либо вред. Поэтому я призываю вас отвернуться от вредных желаний, очистить свое сердце от сомнений и избавиться от всего, что развращает внутри вас. Я знаю, что это вызов. Бывают моменты, когда вы испытываете искушение поступить неправильно. Помните, я здесь, чтобы помочь вам. Не позволяйте обманчивым эмоциям беспокоить вас. Мой Святой Дух рядом с тобой, предлагая тебе руководство и защиту от зла. Противостаньте соблазну греха, не позволяйте увлечь себя этому развращенному миру и не поддавайтесь плотским похотям, отвлекающим вас от благословенного пути, который я наметил для вас. Я понимаю, как трудно оставаться верным своему слову, но крайне важно противостоять злу и твердо держаться своих обещаний. Сосредоточьтесь на том, что хорошо и правильно, не позволяйте злу взять верх. Помните, что как дитя Божье у вас есть сила выбирать то, что правильно, и власть отвергать все зло. Не позволяйте греху поглотить вас или укорениться в вашей семье. Избегайте того, что эфемерно и временно. Не поддавайтесь плотским желаниям, которые оставляют вас сожалением и унынием. Всегда есть путь к искуплению, возможность перемен, мои дорогие дети. Если в какой-то момент вы почувствуете себя подавленным плохими поступками прошлого, помните, что никогда не поздно начать все сначала и оставить все плохие вещи позади. Доверьтесь мне, попросите моей помощи и прощения, и я дам их вам. Во мне вы найдете новое начало под моей опекой. Прошлое закончилось, все становится новым. Стойте твердо в своей вере, объявите о своей победе над невзгодами и позвольте мне вести вас к свету, подальше от теней, которые стремятся омрачить ваш путь. Помните, что ваша вера – это ваш щит от негатива, ваша сила преодолеть искушение и ваш якорь в моей вечной любви. Не позволяйте ошибкам вашего прошлого или препятствиям настоящего отвлекать вас от пути, который я проложил для вас. Держитесь до конца, и вас ждет радостная награда. Доверьтесь моему обещанию, что благословения, предназначенные для вас, не будут. Будет удален. Будьте тверды и смелы, ведь со мной на вашей стороне нет непреодолимых испытаний. Пусть мой свет направляет твои шаги, ведя тебя к месту целостности и покоя, которые только я могу предложить тебе, мой дорогой сын, моя дорогая дочь. В минуты хрупкости, когда тяжесть кажется невыносимой и ты на грани слабости, всем сердцем ищи моих объятий. Во мне вы найдете смелость преодолеть любые трудности. Помните, я все еще здесь и жду с распростертыми объятиями. Не позволяйте греху украсть благословения, которые я приготовил для вас. Мужественно оставайся твердым и уверенным в моей вечной любви. Доверься моему милосердию и иди вперед, зная, что моя любовь никогда не оставит тебя. Теперь держи меня за руку и давай пройдем это путешествие вместе. Не позволяйте миру запугать вас, признать это и отвернуться от греха. Позвольте мне быть вашим проводником, вашим щитом и вашей поддержкой в трудную минуту.
Верьте, что моя любовь превосходит любую ошибку или тень. Позвольте моей милости и благословениям наполнить вашу жизнь, обновляя ваш путь и приводя к изобилию, которое предлагает моя любовь. Всегда храни в сердце, что я с тобой, даже в самые трудные времена. Если что-то пойдет не так, как вы надеялись, помните, что я здесь, чтобы поднять вам настроение, помочь покорить самые высокие вершины и преодолеть все препятствия. Мой призыв к вам, мои дорогие дети, будьте смелыми и отважными, поверьте в мою силу и мою любовь. Вы увидите, как преобразится ваша жизнь, стойте твердо, ибо победа неизбежна, если я буду рядом с вами. Никогда не забывай, что я всегда с тобой. Следуйте моим путем, и вы обретите благословение, мир и радость, которые ищете. Я здесь, чтобы даровать вам победу. Божественное знамение происходит прямо сейчас, ваше время пришло, и мое королевство готово ко всему, что должно произойти. Прямо сейчас на вас обрушивается каскад благословений, меняя траекторию вашей жизни. Закрытые двери откроются, и то, что кажется невозможным, станет возможным. Я активно работаю в вашей жизни, перемещая вас с пути нужды на путь изобилия. В эти моменты почувствуйте трансформацию. Цепи, связывающие вас, бремя, тяготящие ваше сердце, рвутся. Теперь я желаю вам жить радостно, быть довольным и не беспокоиться о делах, которые я держу в своих руках. Ты мой любимый сын, моя глубоко любимая дочь. В моих объятиях ты обретешь привязанность и любовь, которых так жаждешь, понимание того, что другие ускользнули от тебя. Я шел рядом с тобой, наблюдал за каждым твоим шагом, осознавал твои трудности и слушал твои мысли, даже сквозь твои слезы. Я знаю досконально все, чем ты являешься, все, что ты терпишь, все, что ты испытал, и все, что ты испытал. Я не слеп к твоим страданиям, мой дорогой сын, моя дорогая дочь, и мне не безразличны и твои страдания. Во мне вы найдете все, что вам нужно. Продолжайте открывать мне свое сердце, как вы делали это раньше. Будьте терпеливы, когда дела идут не так, как планировалось. Скоро ты почувствуешь всю полноту моей любви и моих обещаний. Ваша постоянная боль утихнет, уверяю вас. Ты воскреснешь, восторжествуешь и возродишься из пепла. Будьте мужественными, сохраняйте свою веру, будьте сильными, продолжайте верить и доверять, продолжайте молиться, продолжайте преклонять колени. Ваш великий момент, поворотный момент приближается. Засушливый период закончился, эпоха дефицита закончилась. С этого момента вы находитесь на пути изобилия и процветания, уникальном пути, который я наметил для вас и ваших близких. Вскоре проблема, казавшаяся непреодолимой, найдет свое решение. Я буду использовать свою силу, чтобы открыть пути там, где существуют препятствия, и я превращу ваши проблемы в возможности. В этот момент те, кто выступал против вас, замолчат, изумленные великолепной работой, которую я совершаю в вас. Мои ангелы охраняют каждый твой шаг. Те, кто желает причинить вам вред, окажутся бессильными, поскольку мои ангелы предложат вам защиту от любого вреда, с которым вы можете столкнуться. Те, кто замышляет его падение, потерпят неудачу, твои слова не остановят тебя. Мой свет рассеет все тени и направит тебя на правильный путь. Я знаю, ты долго ждал, но твое время пришло. Верьте моему слову, держитесь его стойкой и верой,
ибо оно подобно воде в пустыне. Вы откроете для себя решение и выход из всех ваших трудностей. Скажи «да» тому, что я тебе говорю. Сегодня поверьте, что мой план для вас хорош и совершенен. Сегодня я хочу, чтобы вы подумали об истории Анны, женщины, которая олицетворяла веру, решимость и непоколебимый дух. Несмотря на свой преклонный возраст и трудности своего времени, она очень хотела ребенка. Даже несмотря на отчаяние, вызванное его ситуацией, его уверенность во мне оставалась непоколебимой. Она никогда не колебалась, с искренним пылом и страстью она молилась, вверив мне свои боли и желания. Ее желание было настолько глубоким, ее настойчивость настолько непоколебимой, что ее молитвы, наконец, были услышаны, и она исполнила самое сокровенное желание своего сердца. Эта история является свидетельством силы веры и терпения. Благодаря этим добродетелям я могу творить чудеса в вашей жизни. У меня есть сила изменить ваши обстоятельства, изменить вашу судьбу, превратить ваши самые мрачные и болезненные моменты в моменты света и радости. В моих силах превратить ваши нужды в обильные благословения. Поэтому, мой любимый сын, моя любимая дочь, не расстраивайся. Сохраняйте свою веру и доверяйте моим обещаниям. Помните, для меня нет ничего слишком сложного. Я Бог невозможного, Бог, творящий чудеса, Бог, меняющий жизни, исцеляющий болезни, восстанавливающий отношения и прощающий грехи. Ничто не выходит за рамки моих способностей, потому что я всемогущ. Я призываю вас. Твердо держитесь своей веры и терпеливо ждите. Решение ваших проблем и облегчение придет. Помните, что у меня есть для вас план полный надежд и благополучного будущего, где боль и печаль заменятся постоянным счастьем. Точно так же, как Анну неправильно понимали и даже высмеивали за ее горячую молитву, она не позволяла себе поколебаться и сохраняла свою веру перед лицом невзгод. Я призываю вас последовать его примеру. Не поддавайтесь препятствиям, даже когда другие критикуют или не понимают вашего пути. Сохраняйте доверие ко мне, мой план и цель для вас могут показаться другим странными или непонятными, но моя цель – наполнить вас покоем, превратить ваши самые трудные ситуации в благословение. Ваши ангелы-хранители направляют вас туда, где вам нужно быть, и усердно работают, чтобы принести вам мир, радость и успех. Доверьтесь путешествию и имейте веру. Будьте открыты и готовы принять все, что предназначено для вас. Наступает новый сезон благословений. Бог услышал ваши крики и ответил на ваши молитвы. Вы увидите проявление Его обещаний в своей жизни. Ваша вера укрепится, и вы испытаете более глубокий уровень мира и радости. Приготовьтесь принять изобилие Божьей благости в своей жизни. Вас ждут чудеса, так что жди и верь. Поверьте, что Бог работает за кулисами, чтобы сделать все прекрасным в вашей жизни. Это ваш сезон роста и продвижения. Он изольет на вас свои благословения во всех сферах вашей жизни. Бог дал вам уникальные дары и таланты. Он хочет, чтобы вы использовали их, чтобы изменить мир к лучшему и благословить других. Вы будете сиять своим собственным светом и станете благословением для многих. Господь с вами в трудную минуту и никогда вас не оставит.
Верьте и доверяйте тому, что Он делает все для вашего блага во времена неуверенности и страха. Помните, что Господь всегда рядом, чтобы направлять и защищать вас. Пусть Его любовь окружит тебя и укрепит тебя. Это приведет вас к победе и триумфу, когда вы почувствуете себя подавленным. Найдите минутку, чтобы воззвать к Господу. Он услышит твой крик и принесет тебе покой посреди бури. Господь всегда верен своим обещаниям, поэтому доверьтесь Ему в трудную минуту, с какими бы испытаниями вы ни столкнулись. Он с вами на каждом этапе пути, доверьтесь Его любящему присутствию, и Он никогда не оставит вас. Господь всегда стремится принести утешение и надежду своим детям. Когда вы чувствуете себя потерянным и одиноким, призовите Господа, Он придет к вам и наполнит вас своим миром и любовью. Позвольте Ему обнять вас и исцелить ваше разбитое сердце. Бог вознаградит тебя за непорочность и верность, вы получите от Господа доброе наследство, большее, чем вы могли себе представить или просить в своих молитвах. Он избавит тебя и благословит своим совершенным миром и счастьем. Господь говорит, что ваша жизнь будет становиться все лучше и лучше. Ваша карьера и личная жизнь взлетят до небес. Когда я открываю для тебя дверь, никто не сможет ее закрыть. Завтра утром твой телефон зазвонит и сообщит хорошие новости. По милости Божией требуйте этого с верой и благодарностью. Чего бы ни просили в молитве, верьте, что получили, и будет вам. Бог говорит тебе сегодня: «Дитя мое, что ты слишком много волнуешься. Помни, кто я. Для меня нет ничего слишком сложного. Возможно, ты этого не видишь, но у меня для тебя все запланировано. Отдыхай, дорогой ребенок. Я уже на работе. Исправлю все негативные ситуации в вашей жизни. Я благословлю твою семью и исцелю каждое место, где ты пострадал. Все в вашей жизни скоро изменится к лучшему. Не сдавайся. Так много хорошего происходит. Превратите свою печаль в моменты радости, а свои потребности в океан изобилия. Мой любимый сын, моя любимая дочь настойчиво продолжает этот путь веры. Не позволяйте ничему ослабить решимость, живущую в вашем сердце. Приблизьтесь ко мне не только в молитве, но и в мольбах и действиях благодарности. Поставь передо мной свои желания, доверьте все мне, и я исполню сокровенные желания вашего сердца. Я буду яркостью, освещающей ваш путь, компасом, указывающим на радость и истину, которые сделают вас свободными. Доверившись мне, вы придете к победе, миру, счастью и процветанию. Я всегда буду рядом с тобой. Моя сила и любовь превосходят любое осуждение или критику, с которой вы можете столкнуться. Итак, сыновья мои, дочери мои, не подвергайте сомнению слова, которое я вам передаю. Продолжайте верить мне и моим обещаниям, я приведу вас к подлинному счастью, где нет места страху и тревоге. Как твой отец, я работаю от твоего имени, изливая на тебя милость и благословение. Двигайтесь вперед с верой и терпением, никогда не теряй уверенности. Следуйте моей воле, и вы увидите, как моя могущественная рука действует в вашей жизни. Вас ждут чудеса, поскольку я благословляю вас всеми духовными благословениями в небесных сферах и провозглашаю вас свободными, здоровыми и процветающими во Христе Иисусе. Аминь.
Оставьте свое «Аминь» в комментариях ниже, если вы верите в это и зашли так далеко, благословенные сыновья, благословенные дочери. Приглашаю вас присоединиться к нашему сообществу и подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Потому что здесь мы отправляемся в путешествие самопознания, личного и духовного развития, способствуя пониманию взаимосвязи всего существования. Кроме того, в этом пространстве вы найдете не только комфорт, но и убежище, полное надежды и веры через вдохновляющие послания и сильные молитвы. Поделитесь этим светом надежды и единства со своими братьями и сестрами. Ваше личное путешествие может стать путеводной звездой, освещающей путь в мире, который глубоко жаждет доброты и понимания. Мы благодарим вас за вашу компанию. Как вы знаете, моя радость безмерна, когда вы посвящаете несколько минут своего дня общению со мной. Действительно, если ты почувствуешь в своем сердце желание побыть еще немного в моем присутствии, знай, что я буду этому еще более рад. Для этого просто нажмите на видеоролик, который теперь появится у вас на экране, так как он подготовлен специально для вас. Я жду там.